И за неделю новой услугой по получению бумажной версии сертификата о вакцинации или перенесенном ковиде в центрах «Мои документы» воспользовались 2500 жителей Коми. В Ухте, как и во многих других муниципалитетах, за бумажными QR-кодами выстраиваются очереди. Виктория Науменко о том, кому чаще всего требуется бумажный сертификат. В главном отделении МФЦ Ухты очередь. За услугой в основном стоят люди, которые желают получить бумажную версию сертификата о вакцинации. Без QR-кода во многие общественные места теперь не попасть. Пускать никуда не будут. Продовольственные в аптеке, пожалуйста, да? А потом у меня муж похоронен в Беларуси, тоже туда надо выезжать. Вот и все. То есть мобильная версия вот на телефоне, на экране неудобно? А у нее нет такого телефона. И покупать его специально не хочу. У меня телефон, в котором нельзя ничего сделать. Вот у меня какая. Другого нету. И я плохо понимаю и соображаю, что это и как. У меня сертификат, сделаны прививочки в поликлинике. И сертификат у меня сейчас мне нужен для того, что я еду в санаторий. Там без ПР не пустят. Такая проблема у большинства получателей услуги. Впрочем, приходят и те, у кого телефон с нужными характеристиками есть, а вот регистрации на портале госуслуг нет. Помогают и им. Такие граждане получают и электронную, на всякий случай бумажную версию QR-кода. Мне нужна чтобы пустили в бассейн и там в футбол играют в центре. Вот я хотел сюда только, а бумажную выдали я не просил. Данная услуга действительно очень востребована. На сегодняшний день она востребована у населения пожилого возраста, поскольку кто-то из них не зарегистрирован на портале услуг, либо не могут распечатать данный сертификат. Естественно, они обращаются к нам. Специалисты в специальную информационную систему обращаются и выдают соответствующий результат. С начала ноября электронная версия сертификата о вакцинации появляется на портале госуслуг в течение 3 дней после прививки. Чтобы получить бумажную версию QR-кода, достаточно прийти в любое отделение МФЦ с паспортом и СНИЛС. Процедура занимает не более 20 минут. QR-код выдают и переболевшим коронавирусом не ранее 6 месяцев назад. Главное, чтобы информация о перенесенном заболевании была на госуслугах. Естественно, это возможно лишь в том случае, если гражданин обращался к врачу. Если данных о том, что человек переболел, нет в Федеральном регистре заболевших, придется сдавать ПЦР-тест и получать QR-код, подтверждающий наличие отрицательного результата. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрген, Ухта.